Пора примерить военную форму и приступить к защите Родины. Осенняя призывная кампания стартовала по указу главы государства Владимира Путина. В этом году военному комиссариату республики предстоит призвать 220 новобранцев. Военкоматы Ингушетии готовы к проведению призыва. Повестки розданы, все идет по плану. Медицинская комиссия с 9 часов утра активно проводит осмотры. А вот и один из первых призывников, пришедших на медкомиссию. Узнав о начале призывной кампании, Абдулла Ганижев не стал откладывать на потом и в первый же день пришел в военный комиссариат. С документами на руках и решимостью в сердце он готов заполнить все необходимые данные и пройти медосмотр. Зрение мой бодрящий, но довольно. Специалисты проверяют рост, вес, зрение, слух и наличие заболеваний. Призывник должен быть полностью здоров, чтобы нести службу в рядах российской армии. Если Абдулла еще не знает вердикт врачей, то Владислав Купцов уже обошел всю комиссию. Сдал медкомиссию, готов служить Родине. Для Владислава это не просто обязанность, это возможность стать частью великого дела, научиться по-настоящему защищать свою страну и при необходимости внести свой вклад в ее будущее. Желающих пополнить ряды вооруженных сил России сегодня много. Наши ребята с большим энтузиазмом и стремлением служить по очереди проходят медицинскую комиссию. Для каждого присутствующего это шанс проявить мужество. За 1,5 часа, да, могу сказать, что призывников 12-15 уже прошли. 10 из них получили отметки Годен А и отправляются на военную службу, а остальные отправлены на дообследование. Но, к сожалению, сотрудники военкомата предполагают, что поток людей быстро сократится из-за событий в Курске. Родители молодых людей отговаривают своих детей идти в армию, боясь, что их перенаправят в горячую точку. Однако в Минобороне страны заявили, что призывная кампания не имеет никакого отношения к боевым действиям. Я хочу успокоить людей, как было вчера в Министерстве обороны сказано, что новые образовавшие республики в составе России, туда призывники направляться не будут. В зону боев здесь тоже направляться не будут. Уважаемые родители, вы не волнуйтесь, не беспокойтесь. Это указание Верховного Главнокомандующего и руководства Министерства обороны. В противном случае родители могут навредить будущему своих детей, которые из-за неявки могут столкнуться с административными и уголовными последствиями. Существенно выросли штрафы. Они могут составлять от 20 до 50 тысяч рублей. А также существует риск получения судимости, что сделает поиск высокооплачиваемой работы практически безнадежным. Кроме того, отсутствие военного билета может стать препятствием даже для получения обычной штатной должности. Первые отправки у нас планируются на 20 октября. И впоследствии команда распределена на октябрь, ноябрь месяц. Надеемся, что с заданием справимся. Но мы, как обычно, формируем все рода и виды войск: сухопутные войска, военно-космические войска, военно-морской флот. В принципе, мы отбираем по призывнику, смотрим по профессионально-психологическому отбору, по состоянию здоровья, учитываем его желание служить в какие войска. В принципе, так мы и формируем команды. В очередной набор призывников в армию подлежат мужчины, родившиеся с 1994 по 2006 годы. Военные учетные столы муниципалитетов уже 2 месяца проводят работу по вручению повесток через подворовые обходы. В настоящее время электронные повестки работают в демо-версиях только в нескольких субъектах России, но вскоре эта практика распространится и на наш субъект. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.